привет, это опять мы. Чтобы выиграть приз от дирекции универсиады, тебе достаточно позвонить нам и ответить, по какому виду спорта пройдут соревнования на этом спортивном объекте. Я понимаю, задание очень простое, но тем не менее. Дружище, у нас здесь первый звоночек, давай твой вариант ответа. Т. То есть ты реально считаешь, что здесь пройдут соревнования по гиртыбле? По академической гиртыбле? Слава богу, у нас есть второй звоночек. Ваш вариант ответа, ребята. Это буква И! Вы меня удивляете сегодня. Грибля! Слава богу, есть третий. Все, дружище, давай ты соберись, короче, и скажи мне реально существующее слово. Твой ответ? Грабля? Не хочется разочаровывать дозвонившихся в прямой эфир, но речь сегодня пойдет о гребле. О гребле и центре гребных видов спорта, отстроенном на берегу озера Средний Кабан. Стоит отметить, что на универсиадах в 21 веке соревнования по гребле, академической гребле на байдарках и каноэ будут проводиться впервые. Зато доля всех разыгрываемых здесь комплектов медалей составит более 10% от всего медального запаса Казанской универсиады. Гребцы разыграют 24 и 13 комплектов наград в гребле на байдарках и каноэ и академической гребле соответственно. И все эти баталии ты сможешь увидеть всего за 100 российских рублей. Даты проведения состязаний гребцов ты можешь видеть на своих экранах. Ну а сейчас пришло время для самой быстрой в мире экскурсии, потому что проведу ее вам я. Мы находимся в центре гребных видов спорта, который делится на 4 части. Первая часть — это достраивающаяся гостиница. Вторая часть — это трибуны для зрителей, где будут, собственно, сидеть зрители. Третья часть — это вот такая красивейшая судейская вышка, где будут сидеть судьи. Ну и четвертая — это красивое эльфийское слово «эллинги». Место, где будут находиться тренеры, спортсмены и лодки. На самом деле на русский язык это переводится просто «гаражи для байдарок». А вот как бы я выглядел и все это вам рассказал через 20 лет. Мы находимся в центре гребных видов спорта. Центр построен в 2011 году. Является одним из лучших в Европе. Прошли тестовые соревнования. Расскажите о том, как выступила на них наша сборная. Соответственно, какие медальные прогнозы вы можете дать на универсиаду в Казани? Медальные прогнозы давать неблагодарные занятия, но судя по результатам прошедших чемпионатов мира среди студентов в прошлом году, то есть вполне реально, что сборная России студенческая достойно выступит и на универсиаде. Я надеюсь, что у нас будут и золотые, и серебряные, и бронзовые медали. Какие страны станут нашими главными соперниками на Казанской универсиаде? В академической гребле в первую очередь это Великобритания, это Германия. Очень хорошо развит студенческий спорт в Соединенных Штатах Америки. Гребля на байдарках и каноэ. Я могу сказать, что Россия на одном из лучших мест, поэтому будем болеть за Россию. Ну а теперь к подаркам. Вот он правильный ответ на вопрос прошлой программы. Медаль можно было бы сделать, во-первых, из дерева, во-вторых, из стекла. И я видела такие медали на чемпионатах Европы с вкраплением драгоценных металлов. Ну и, конечно, из шоколада. Это главное, самый вкусный медаль. Поздравляем нашего победителя и ждем его звонка по телефону 293-9366. А еще подписывайся на наш канал, следи за обновлениями в социальных сетях и отогревайся около огня универсиады этой весной. С тобой был Алексей Чупин, а со мной все это время была маленькая уточка. Лети! Кто властитель тьмы бездонной утки? Билеты на соревнования универсиады уже в продаже. Ты можешь посетить любой из 27 видов спорта. Плавание, дзюдо, легкую атлетику, фехтование, бокс, спортивную и художественную гимнастику, синхронное плавание, прыжки в воду и не только. Ты можешь стать участником грандиозного международного спортивного события. Билеты от 30 до 300 рублей. В кассах города и на сайте kassir.ru.